Один из самых сложных запросов в моей работе свахи является запрос найти жену для мужчины, который живет с мамой. Как только это бывают очень достойные мужчины с хорошим образованием, профессией и так далее, но по каким-то причинам остались без жилья, то есть оставили жилье бывшей семье, или жилье есть, но оно сдается, или себе не смог купить жилье, а тут удобно. На самом деле в экономических ситуациях сейчас, да, в тех ситуациях, в которых мы сейчас проживаем, действительно так удобнее. Мама накормит, мама напоит, так сказать, уберет, поможет. Ну, то есть я живу как с мамой, и мне комфортно. Женщина на это реагирует очень настороженно, тревожно, болезненно. Как правило, это стоп-фактор. Стараются не рассматривать мужчин, которые живут с мамами. Но сейчас я, наверное, и для мам скажу, почему важно отпустить мужчину, почему мужчина должен уйти в самостоятельное плавание. Дело в том, что мужчины и женщины проходят определенные периоды своей жизни. Вот подробно я рассказываю на YouTube-канале на своем про эти периоды. Вы можете зайти, посмотреть этот эфир, он большой. Ну, сейчас конкретно взрослые мужчины, это где-то 30-35, так сказать, и 50 лет, вот этот период, мужчины проходят период своего развития мужского, период воина. И для воина важна аскеза, для воина важно терпение, воин чего-то достигает, он может, так сказать, и в засаде сидеть долго, и, то есть он решает какие-то сложные жизненные задачи. И вот этот период мужчины, он тоже должен решать сложные жизненные задачи. Что происходит, когда мужчина живет с мамой? Мама в силу, она как бы, мама очень любит сына, и в силу этой женской любви материнской она создает для мужчины более комфортные условия. Накормлен, напоен, постирали, постель поменяли, там, ну и так далее, что-то сварила, даже бывает, ей надо куда-то поехать, и денег даст, там, ну и так далее. То есть мама свою функцию выполняет правильно, но мужчина, как воин, не формируется. И поэтому в этот период мужчина может остаться в своем психологическом периоде подростка. То есть я самоутверждаюсь в социуме, но мои тылы хорошо закрыты. У меня есть, так сказать, мама, которая об этих тылах позаботится. У жены немножко другие функции. Когда мужчина уходит жить один, на него наваливается сразу материальные трудности, эмоциональные трудности. Он их решает, он начинает активно с этим взаимодействовать, и таким образом формируется, как взрослый мужчина, воин, который будет героем для своей женщины.